Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня мы поговорим о проблемах с рассадой. Какие проблемы чаще всего подстерегают наших овощеводов, выращивая рассаду? Мы сделали посевы, у нас растения повсходили, растения здоровые. И дальше рассада может начать вытягиваться, начать пропадать. Давайте разбираться, какие причины обусловлены этим явлением. Что больше всего влияет на жизнеспособность нашей рассады? Это три фактора: температура, свет, влажность. Сейчас совершенно неожиданно добавился следующий пищевой фактор. Почему? Давайте будем обо всем по порядку. Почему эти факторы не дают нам получить хорошую, качественную рассаду? Первое, что свет. Все овощные культуры, конечно, как вы знаете, все они светолюбивые. Все любят солнце и все сражаются за место под солнцем. Если они растут все близко друг к другу, растения начинают тянуться. Растения начинают тянуться к свету, чтобы занять более выгодное положение, более светлое место. Но многие думают так, что эти растения, где-то растут густовато, в емкости, и они тянутся. Пикируем стаканчики, растения подрастают, смыкаются листьями, и опять начинается конкуренция за свет. Растения опять начинают вытягиваться. Поэтому, что я советую? Для того, чтобы растения меньше конкурировали, их пикировать уже более свободно пикировать растения и более свободно ставить стаканчики, чтобы они не соприкасались друг с другом. И далее, после пикировки сразу, опять же, многие делают ошибку, сразу ставят на яркое солнце. Делать нельзя. Растения просто-напросто обгорят, и после этого они будут приживаться гораздо хуже. Притеняем. Первые дни притеняем, вплоть до того, что если у вас яркое солнце, мы можем на наши распикированные растения положить влажную марлю, сырую газету положить, чтобы она притенила. Она 2 дня пройдет, наши растения чуть-чуть адаптируются, и притенку можно снять. Тогда они будут прекрасно развиваться. Следующее, за что наши растения могут еще вытягиваться, это температура. Мы все знаем, что оптимальные температуры для холодостойких культур лежат в пределах 18-23 градуса. Для теплолюбивых культур до всходов 25-28. Для отдельных уже слишком жаростойких культур температура 28-35 градусов. Но после появления всходов температура снижается. Температура должна быть снижена до следующих параметров. Для холодостойких культур 12-15 градусов, теплолюбивых 18-22 градуса. Что это дает? Такое резкое изменение скачка температуры, что растения ощущают стресс. И они не вытягиваются. Они сидят спокойненько и ожидают, когда будут благоприятные условия. Так что в домашних условиях, как это можно сделать? Это открывая окна, проветривая подоконник, где стоит ваша рассада, или выносить на веранду, то есть более прохладное место, если такой частный дом, на балкон, если дом многоквартирный, и ставить самое ближе к стеклу, потому что всегда возле самого стекла наиболее низкая температура. Более такая холодная температура будет для наших растений. Так что со светом мы уже разобрались, свет мы будем регулировать. Уже март месяц кончается, апрель месяц начинается, смысла в досвечивании уже нету. Световой день превысил 12 часов, поэтому уже досвечивать наши растения мы уже можем и досвечивать. Им вполне достаточно дневного света, который есть в наших условиях Беларуси в эту пору. Следующее, мы разобрались со светом, мы разобрались уже с температурой, влажность. Рассада довольно часто погибает. А погибает от чего? Несмотря ни на какие хорошие грунты, несмотря на то, что мы проливаем биопрепаратами, например. В чем смысл? Поливаете рассаду холодной водой. Взяли холодную воду, полили рассаду, рассада просто-напросто, как человек простуживается, у нее появляются гнили, она начинает пропадать. Поэтому для рассады мы используем, поливаем водой независимые холодостойкие культуры или теплолюбивые культуры, чтобы температура была градусов 20-25. Такой
теплой водичкой мы поливаем нашу рассаду. Тогда она будет расти прекрасно. Но опять же, поливы рассады могут опять же создать проблемы. Какие? Если мы сильно боимся, чтобы наши растения не подвяли, не подсохли, обильно поливаем, что мы делаем? Мы делаем вытягивание рассады. Рассада начинает тянуться за счет влаги. Она вытягивается, становится тоненькой и в конце концов может и полечь. Решение только одно – уменьшить количество поливов. Уменьшили количество поливов, стали меньше поливать рассаду, подсушили, и она начнет жить прекрасно. Тем более, что рассада, если вы выращиваете, конечно, и дома, могут и комарики завестись. Они же заводятся, различные вредители почвенные. От чего? От излишнего полива. Излишний полив, значит, может спровоцировать появление летающих мошек на ваших растениях. Это характерно не только для рассады, но и для комнатных цветов. Уменьшите полив, и у вас все придет в норму. И, конечно, самое, что сейчас такое уже пошло опасное для рассады, это интернет. Тут посмотреть ролики. Значит, каждый блогер чего только не льет. То таблетку там какого-то чудо-средства, то ложку там на литр воды чудо-средства. И все льет на нашу рассаду. И он гарантирует, что ваша рассада будет толстая, будет в бутонах. Я бы советовал этим особо не увлекаться. Почему? Потому что мы даем столько питания нашей рассаде, что у нее случается стресс. Рассада впадает в ступор, грубо говоря, и она вообще перестает расти. Она сидит на одном месте. Потому что для всей рассады уже давно и практика, и наукой доказано, необходимо 2 подкормки. После пикировки всего лишь 2 подкормки. И не надо там ее думать, что если чем больше мы ее кормим, тем она лучше будет жить. Наоборот, перекормленная рассада приживается очень плохо. А если она пойдет в такой ступор, то бывает так, что ее потом трудно вывести с этого состояния. Она сидит на одном месте, и опрыскивание стимуляторами биологическими и прочими не дает. Рассада не трогается в рост. Поэтому к подкормкам относитесь разумно и очень осторожно. И опять же, смотрим советы. Я уже на своих роликах рассказывал, что самая первая подкормка для рассады – это монокалий фосфат. Монокалий фосфат, туда можем добавить еще сернокислый калий, в эту же подкормку дать. Наши многие, смотрю, наши ролики, многие там наши огородники, и кальциевую селитру, и аммиачную селитру, в общем, добавляют кто что гораст. Я не понимаю. Если у нас в комнате не совсем благоприятные условия, если не хватает и света, наша рассада тянется. Для чего мы даем азот? Ведь азот, опять же, способствует более быстрому росту, то есть большему вытягиванию нашей рассады. Кто мне объяснит это самое с этих блогеров, которых селитры прямо льют под нашу рассаду в начале роста? Рассада поляжет, и она никогда не будет толстая, то, что они показывают на картинке. Конечно, остановить наше вытягивание рассады можно пролив ретардантами. То, что сейчас чаще используется, это атлет. Но опять же, очень внимательно наблюдайте за концентрацией. Небольшое превышение концентрации, значит, то ли опрыскивание, то ли полив под корень, тем же атлета может привести к тому, что ваша рассада так остановится в росте, что она уже больше расти не будет. И ничем вы ее сдвинуть не можете. Поэтому к использованию ретарданта в домашних условиях относитесь очень осторожно, потому что они не всегда бывают качественные и могут вызвать даже ожоги вашей рассады. Вы точно так же вместо пользы сделаете вред вашей рассаде. И будете с завистью смотреть, что соседка ничего не делает, не льет чудо-средства, не опрыскивает, и все у нее растет прекрасно. Так что проблем с рассадой можно избежать. Еще в каком случае? Мы берем такой препарат, такое удобрение, как растим рассаду. Растим рассаду. Чем хорошее это удобрение для нашей рассады? Во-первых, здесь есть аминокислоты, фульвокислоты здесь есть и гуминовые вещества. То есть это все собрано в этой бутылочке, то, что есть в почве.
Это не минеральное удобрение, это сложный органический комплекс, который стимулирует развитие микрофлоры в почве и, соответственно, улучшает рост нашей рассады. Поэтому не посчитайте, что для вас это очень дорого. Возьмите такую бутылочку и 2 раза можете пролить вашу рассаду, если вы не доверяете минеральным удобрениям. Если монокалий фосфат и сульфат калия для вас это химоза, значит используем натуральное средство. Результат будет великолепный. Если вам советы по выращиванию рассады были полезны, значит ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. У нас много интересных тем. И заходите в наши магазины. До скорой встречи!